На телеканале «Ингушетия» информационная программа «Новости 24». Здравствуйте. Готовность к проведению форума «Маяки дружбы. Башни Кавказа». Этот и другие вопросы обсуждались на совещании в Магасе. Сотни людей собрались на кладбище Уазут-Кашмыш. В республике отмечают 170-ю годовщину принятия ислама ингушами и день рождения Кунта Хаджи Кишиева. За вклад в подготовку олимпийских чемпионов тренер Юнус Аздоев удостоен ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Юнусбек Евкуров провел в Магасе еженедельное плановое совещание с участием членов правительства республики, руководителей министерств и ведомств, глав муниципальных образований. Помимо обсуждения плана работы на предстоящую неделю и исполнения поручения главы региона, на совещании был поднят вопрос готовности к проведению форума «Маяки дружбы. Башни Кавказа». Также глава поделился впечатлениями после поездки в Архыз и дал поручения по некоммерческим организациям, благотворительным фондам. Юнусбек Евкуров считает, что необходимо создать общую базу данных нуждающихся семей, в которой будет отображен и размер оказываемой им помощи. Также, по мнению руководителя региона, фонды следует укрупнять путем их слияния. Ряд поручений главы касался и работы по восстановлению инфраструктуры после ливневых дождей. Вы, как председатель правительства, личный контроль, составите еще раз списки, еще раз уточните, кто бы там что ни говорил. Всем только по закону. Только добейтесь того, чтобы не было взяток и откатов. Искорените это явление. Это одно. Ну и второе, до 30 числа график ликвидации полностью ликвидационных работ там полностью. И мосты, и дороги, и сверху, как вы делаете, все полностью не доложите, не забывайте это все. Понятно? Сегодня в Ингушетии отмечают 170-ю годовщину добровольного принятия ислама ингушами. В 10 часов на мемориальном кладбище Уазут-Кашмыш началось памятное мероприятие. Там собрались старейшины, молодежи, представители общественных организаций. Приглашены также и почетные гости из соседних регионов. Все они совершают зикра и участвуют в раздаче сага. Принятие ислама ингушами неразрывно связано с Кунта Хаджи Кишиевым. Поэтому в Ингушетии отмечают и день рождения духовного наставника. Кунта Хаджи отличался честностью, трудолюбием и строгой нравственностью, и этим снискал к себе уважение. Проповеди его были направлены против насилия и военных действий. Мюрид должен носить четки, а не оружие. Одна эта фраза устаза Кунта Хаджи Кишиева ярко описывает характер и жизненные принципы религиозного деятеля. Он учил, что духовное возвышение человека достижимо только через любовь к Аллаху, а значит и к его творению. Об устазе сложено много преданий, написаны назмы. И в Ингушетии память о Кунта Хаджи проносят через века. İzbahandılış ona alamet ona nahayık irgartat tadyan donuj detat ona daltı bizab peygamberat ehbazab ona. Наибольшую известность и уважение среди ингушей Кунта Хаджи Кишиев снискал еще и тем, что сумел без единого выстрела склонить народ к принятию ислама. До него это пытались сделать многие, однако доброе слово оказалось куда действеннее меча. Именно так учил пророк, мир ему и благословение Аллаха. إمام شمل قدس أبي نودي هنا غلغاشته غلغ مخك نزغ إمدليتان قدس أبي شدي هنا غلغ دسياتكي ات الشرج سارسكي رسيدي يوجوج اسكر دعو الله تعالى دوجدا إمام شمل دي هنا اسكر قدس أبي شدي هنا غلغاش دي هنا نزغ إمدلت داز يعني هنا هم سغوز عوخاو طاق إلسخار حاجة شي ثانية شي وقع وش موزر ولج ديال رياض خلصان شيء شقوسك ما واسج دي هنا سو قلت سميخ ان الش بقول دي مغ ولر عندي ناخذ البامب حوز عبا خارج بابر قرطه موتي غير قرطه اشتغبات دي هنا سو تيجي تصوغ اقوات
Шейх Кунта Хаджи Кишиев родился в селении Иласхан-Юрт в простой семье. Еще с детства он отличался честным образом жизни, нравственностью и трудолюбием. Религиозная деятельность его приходится на середину XIX века. А в 1864 году духовный наставник подвергся аресту и был выслан в город Устюжна Новгородской губернии. Но даже сегодня, спустя столько лет, эту дату в Ингушетии не забывают и свято чтят память об устазе. Вспоминая нашего устаза Кунта Хаджи Далгали Цанюэль, мы сегодня почитаем всех устазов. Устазов почитаем, да и в целом мы сегодня объединяем уму Диасалму Ашхам Махмад Пейхмар. В республике каждый год проходят памятные мероприятия, посвященные Кунта Хаджи Кишиеву. Когда собираются тысячи людей самых разных тарикатов и даже из других регионов СКФО, становится ясно, что учения шейха помнят и живут его заветами. Взаимоподдержка и любовь к ближним, которые соблюдаются неукоснительно. والله ويغلي ونخشي ويسيلي عندي ويدق وتعبص البجيدو. إليس خير ترى حجز محكا والشخان فديخات خوش يعني بديه فديخات كرستاس بحمن سقبي خواتو وراك أردو بيا سقبي خواتو يخيخا سقبي خواتو خداهم مرور سقا قاق إمتنا متسقى درت مسل سويز سقا أسعلجو بيان ومحكا وانوس. Братство, дружба и единство – основные жизненные принципы, по которым жил Кунта Хаджи Кишиев. Его до сих пор вспоминают как всенародного духовного лидера и большого религиозного авторитета. Одному Всевышнему Аллаху поклоняются. Везде в мечетях, везде вот таких маджлисах видятся, общаются, разговаривают вместе, кушают, вместе дуа делают. Вот это нужно делать. Побольше видеться и встречаться, в гости ходить друг к другу. Помните всегда, всюду, где бы вы ни были и что бы ни делали об Аллахе, все, что делаете, делаете ради Аллаха. В этом главное предназначение человека. Эти заповеди шейха Иласхани являются благом для каждого верующего мусульманина и его обязанностью перед Всевышним. Тамерлан Хамхоев, Новости 24. В Йемене вспышка холеры. Это может угрожать паломникам, которые отправятся на хадж в Мекку. Об этом верующим предупредили во Всемирной организации здравоохранения. При этом ВОЗ сразу добавили, граничащая с Йеменом Саудовская Аравия хорошо подготовлена для того, чтобы не допустить распространения вируса среди паломников. В этом году время хаджа приходится на начало сентября. С апреля в охваченном гражданской войной Йемене от холеры погибли 1700 человек. Зарегистрированы более 330 тысяч случаев подозрения на эту инфекцию. Вице-президент Федерации дзюдо Ингушетии Юнус Аздоев удостоен ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Торжественная церемония награждения прошла накануне в Олимпийском комитете. За успешную подготовку российских спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпийских играх в городе Рио-де-Жанейро, награждены те, кто, несмотря на все препятствия, помогли олимпийской команде оправдать надежды болельщиков. Напомню, что Юнус Аздоев является личным тренером олимпийского чемпиона Хасана Халмурзаева, который взял золото в Рио, одолев в финале соперника из Америки. Виртуальную экскурсию по залу славы администрации главы региона может совершить любой желающий. Для этого не нужно никуда ходить. Потребуется лишь компьютер и доступ в интернет. Виртуальный визит можно совершить на официальном сайте Ингушетии. Там есть специальный раздел. Зал славы учрежден указом главы региона в 2014 году с целью увековечения памяти выдающихся деятелей ингушского народа. Концепция оформления зала разработана по образу Георгиевского зала Московского Кремля. Ее конструкция имеет круглую форму, состоит из нескольких карнизных ярусов разного диаметра. На первом ярусе колонны, а потолок сконструирован куполом. Внизу на стенах зала размещены мраморные плиты с именами выдающихся ингушских деятелей, военачальников, героев нескольких войн, ученых, общественных, религиозных и культурных деятелей. Над ними панорамой развернулись росписи. Зал славы обрамляют фрески с сюжетами из аланской истории и нардского эпоса Ингуши. А на куполе изображены петроглифы башен горной Ингушетии и сюжеты из ингушских мифов.
Сегодня в Али-Юрте проходит открытый республиканский турнир по комплексному единоборству. В нем принимают участие представители местных общеобразовательных заведений, пропагандирующих смешанные единоборства, а также представители соседних регионов. В общей сложности на состязание съехались около 100 человек. Организатор турнира — Ассоциация спортивных единоборств Ингушетии. Подробности в следующих выпусках новостей. День республики отметили не только в Ингушетии, но и в Европе. Празднование юбилея региона далеко за пределами страны началось еще в мае. С ингушской культурой жители Франции и студенты университета Сорбонны ознакомили в рамках масштабной акции. Национальная кухня, наряды и литература. Французы в этот день открыли для себя маленький край башен и легенд, историю народа с его красивыми обычаями и традициями. Иса Боков прилетел в Ингушетию с важной миссией выразить слова благодарности модельеру Айне Инаркиевой, которая помогла им в организации праздничных мероприятий. Девушка подарила университету Сорбонны старинное ингушское национальное платье и куклу в национальном наряде. Такой поистине бесценный подарок вызвал большой интерес у всего университета. Решением оргкомитета Айна Инаркиева награждена почетной грамотой за ее личный вклад. И Айна Сагди Шинандир, она решила сделать подарок и передать это в музей. И мы эту просьбу выполнили, и мы передали этот наряд и куклу в музей Сорбонны. Айна, болт из ложхал, хадырик малата, галчак долта. Я хочу вручить эту почетную грамоту. Да, опять лендо там бандил, да, шел. На вечере Ингушетии кто-то также впервые услышал ингушскую речь, точнее отрывки из различных произведений ингушских авторов. Роль переводчика взял на себя член Союза писателей России Гапур Боков. Переводил ингушские стихи на французский и наоборот. В университете решили, если наберется группа из 10 человек как минимум, желающих изучить ингушский язык и традиции народа, площадка для этого будет организована. Для меня было честью перевести некоторые стихи прославленных французских поэтов Артюра Рембо, Шарль Бадлера на ингушский язык. И для них это было тоже не менее важным открытием. О новых событиях мы расскажем в 16 часов. Увидимся в эфире.